Волнение не нужно куда-то прогонять. Волнение нужно учиться переплавлять в адреналин. На уроке очень многое зависит от того, как складывается коммуникация между педагогом и ребятами. И важно, чтобы ребята были живые. Я всегда говорю учителям, если вам не интересно на уроке, то точно никому не будет интересно. Всем привет, я Валентина Варламова, и это проект «С первых уст». В этом выпуске мы познакомимся с абсолютными победителями разных лет всероссийского конкурса «Учитель года». В эти дни они гостят в нашей республике в качестве экспертов 10-го открытого профессионального конкурса «Серебряный пеликан». Уважаемые коллеги, желаю вам приятного просмотра. Оставляйте свои лайки, комментарии и обязательно подписывайтесь. Я всех приветствую, меня зовут Иоффе Андрей Наумович, я доктор педагогических наук, заведующий лабораторией развития личностного потенциала в образовании Московского городского педагогического университета. Меня зовут Екатерина Сергеевна Костылева, я заместитель директора 16-й гимназии города Тюмени. Кроме этого, руководитель Центра научного творчества и робототехники Тюменского государственного университета, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России-2021». Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Юрий Александрович Клюев. Я директор Брянского городского лицея номер 1 имени Александра Сергеевича Пушкина. Я кандидат биологических наук, почетный работник общего образования и победитель федерального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Путь в профессию. Путь в профессию был неожиданным, я бы сказал, для наших зрителей, но я думаю, что он важный. Когда я был студентом, почему-то мне нравилась история, нравилось общение, и я решил, что я буду учителем истории. Так сложилось. А на 4-м курсе я впервые решил работать. Была перестройка, надо было зарабатывать, но надо было и учиться. Поэтому мне надо было с одной стороны работать, с другой стороны учиться. Я выбрал школу, где можно было во второй половине дня работать. И эта школа, вы не поверите, была психиатрическая больница. То есть первая моя работа, я год работал в психиатрической больнице. И у меня были уроки, в том числе на краю кровати. Когда у кого-то кабинет был один или несколько, но они были заняты, иногда приходилось проводить занятия в палате. Как ни странно, это опыт, который был одним из самых грандиозных. Мой путь в профессию был достаточно интересным, потому что по первому образованию я нефтяник, но уже в школе я любила заниматься с детьми и со своего 9 класса была в Тюменской городской детской общественной организации «Республика неугомонных», была комиссаром педагогического отряда и уже тогда увлекалась педагогикой. И поэтому, будучи студенткой, я начала вести занятия в школе по физике, так как обучалась я на нефтяника. В общем-то, пожалуй, примерно так я и попала в школу и осталась там до сих пор. Мой путь в профессию был для меня вполне определенным. Я не поступил в медицинский институт, и мне нужно было срочно успеть попасть еще куда-либо. Но это оказалось самым ближним, с моим выбором, именно педагогический университет. И, собственно говоря, так и началась моя профессия. Да, вы знаете, наверное, вообще в целом очень большое количество наших жизненных событий наполнено так или иначе какими-то переживаниями, эмоциями, стрессом. Поэтому, не знаю, не могу поделиться с вами какой-то одной методикой, как я боролась со стрессом. Но я слушала музыку, у меня были любимые песни, которые сопровождали меня во время конкурса. Была даже скороговорка специальная. Поэтому всячески был талисман, который путешествует со мной до сих пор по всем регионам, и сегодня он тоже со мной в рюкзаке. Я волновался. Как я с этим справлялся, я не знаю. Мне кажется, что волнение не нужно куда-то прогонять. Волнение нужно учиться переплавлять в адреналин, в какой-то кураж. И поэтому я больше переживаю, когда я не волнуюсь. У меня такое ощущение, что тогда все то, за что я берусь, у меня получается неэффектно и неэффективно. Я бы сказал так, давайте я скажу, как я справляюсь с волнением, когда я общаюсь с учителями, общаюсь с экспертами, еще с кем-то. Я хочу сказать, что очень просто вообще справляться с волнением. Надо просто, во-первых,
смотреть в глаза людям. Не на потолок, не в презентацию, не в бумажку, а, во-первых, общаться с людьми. И я уверен, что если ты позитивно общаешься, то все равно ты найдешь тех людей, которые в глазах у них ты увидишь такой отклик. Поэтому надо находить людей, с которыми тебе приятно общаться и которым с тобой приятно общаться. И никакого волнения дальше не будет. Не знаю, я даже никогда не думал о том, нужно ли быть шоуменом или не нужно быть. Можно быть ярким человеком, просто не нужно спешить ярких людей приписывать статус шоуменов. Я считаю, что нет. Вот знаете, я считаю, что вот здесь вопрос, вот я скорее бы разделил, я иногда рассказываю, вот есть шут и есть артист. Вот шутом, причем я на всякий случай хочу сказать, что некоторые клоуны, они не являются шутами, то есть они являются артистами. То есть шут – это тот, который прикидывается, то есть он играет роль. Артист, он всегда говорит, я не люблю, когда называют играть роль. Артисты любят, когда говорят проживать роль. И истинные артисты, они проживают роль. То есть артистизм, он все-таки должен быть, никуда не денешься. И я очень рад, когда люди артистическая натура. Но вот важно, чтобы этот артистизм не скатился в шутовство. Вот в самом худшем этом виде, когда ты прикидываешься, должно быть естественно. Сложно сказать. Наверное, самое главное на конкурсном уроке быть человеком, потому что конкурсный урок – это все равно урок с детьми, и поэтому если ты не будешь настоящим, то и дети не будут настоящими, тогда урок не сложится, потому что на уроке очень многое зависит от того, как складывается коммуникация между педагогом и ребятами. И важно, чтобы ребята были живые. Учитель-лидер, вот знаете, это вопрос вообще очень сложный, потому что в одном месте, в одном классе он должен быть одним, в другом классе другим. Но в первую очередь я считаю, что лидер – это человек, который искренне относится к своему делу и верит. То есть, если тебе, я всегда говорю учителям, если вам не интересно на уроке, то точно никому не будет интересно. То есть ты проводишь урок 105 раз и говоришь, я на автомате все уже выучил. Вот я уже понял, независимо от того, лекцию ты проводишь, урок, надо в первую очередь понять, что тебе должно быть что-то интересное. И каждый раз пересмотреть презентацию, что-нибудь изменить, сказать, а я теперь вот это скажу. То есть надо все время находить свой интерес. Вот дальше много качеств должно быть. И какая-то харизма, и врожденные качества. Но начинается все с интереса. Вот если ты погружен, у тебя потенциал лидера есть. Ну, а дальше есть и характер, и воля, и управление эмоциями своими, и влияние. Иногда это вещи, которые врожденные, иногда их нельзя приобрести. Но вот здесь целый комплекс всего. Учитель-лидер. Ну, наверное, он должен быть уверенным в себе, но в то же время постоянно готовым учиться, потому что на сегодняшний день признавать свои ошибки, смотреть на себя критически со стороны и идти вперед – это очень важное умение, потому что все больше говорят о том, что человек учится всю жизнь, а для педагога это очень важное качество – развиваться и в то же время оставаться с детьми, да, идти в ногу со временем. Пожалуй, наверное, учитель-лидер должен быть очень обучаемым и замотивированным, то есть здорово, когда у человека есть желание, мотивация, он горит и хочет творить. Это должен быть ответственный человек, решительный, человек, который не должен быть в хорошем смысле удовлетворен тем, что он делает. Он должен быть в постоянном поиске. Но главное его качество – это, конечно же, ответственность, потому что он волен поступать так, как считает нужным, но он прекрасно понимает, что он в ответе за то, что он делает. Да, я 15 лет работал в школе, и действительно, я хочу сказать, что образование вот как раз хорошо, вот вопрос с одной стороны такой глобальный, а с другой стороны он точный для того, чтобы подумать.
он связан и с тем, что мы, каждый из нас, тоже немножко педагог. Мы педагоги для своих детей, мы педагоги для своих родственников, мы педагоги для своих друзей. То есть все равно педагогика – это не только профессия учителя, педагогика – это общение. Так вот, я бы сказал, что глобально это быть культурным образцом. Вот в чем-то. Может быть, кто-то образец, как занятия проводить, а кто-то образец, как надо одеваться, а кто-то образец, как надо говорить. Вот в чем-то надо найти вещь, которую ты говоришь, я уникален, и я являюсь образцом в этом. Вот я считаю, что это самая главная роль и учителя, и образования. Ну, я очень люблю говорить о том, что мне очень хочется сделать вклад в то, чтобы мои дети стали востребованными специалистами, и самое главное, хорошими людьми. То есть я, как учитель физики, какой я могу сделать вклад в развитие их компетенций будущего, что я могу им дать такое, что позволит им в будущем быть более счастливыми. Главная задача образования – это, конечно же, воспитание детей. Образование – это единый процесс, это и обучение, это и воспитание, и процесс развития. Вот в этом классическом триединстве выражается вся суть образования. А личная моя ответственность, я максимально стараюсь вот этот триумвират образовательный держать в балансе. Хороший вопрос, потому что я бы сказал так, о себе нельзя говорить, то есть можно только предполагать, лучше, чтобы о тебе говорили другие. Вот я стараюсь, независимо от того, там, понятно, что ты доктор наук, зав. Лаборатории, всегда помнить о том, когда ты был учителем, учеником. То есть, на мой взгляд, для меня важно, я бы сказал так, я не буду говорить, что уникально, для меня важно поставить себя на место вот того, с кем я говорю, и даже на место ребенка. И вот, может быть, найти такой интерес в общении. Я думаю, что это важно. Но аж уникально это или нет, я надеюсь, что это не уникально. Я знаю много людей, которые так тоже делают, и я рад этому. Об уникальности я не могу рассуждать. Это должны рассуждать мои ученики и мои коллеги. Вообще, я считаю, что каждый человек по-своему уникален, абсолютно честно и искренне. И когда, например, я смотрю на своих учеников, кто-то прекрасно играет на музыкальных инструментах, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то настолько увлечен какой-то областью науки или искусства, что это вызывает восхищение. Точно так же педагоги. Педагоги тоже все разные, у всех свой темперамент, свое настроение. Поэтому я искренне считаю, что одинаковых учителей, наверное, не бывает. В чем моя уникальность? Сложно, наверное, сказать. Но я люблю очень межотраслевые задачи, какие-то такие, знаете, кейсы, которые являются на сегодняшний день актуальными. И стараюсь весь предметный материал, который прохожу с ребятами, так или иначе актуализировать в их область знаний. То есть путем превращения предметного материала, приводить какие-то примеры из современной жизни. Например, если бы вот в том веке не открыли такое явление, то сегодня бы у вас не было беспроводных наушников. Так ребятам становится более понятно, о чем идет речь. Я не знаю, каких ошибок можно предостеречь, потому что ошибок бывает очень много, на ошибках учатся. Скорее я бы дал такой небольшой рецепт того, как можно состояться в профессии. Первое, необходимо и уважать, и любить ребенка. Особенно уважать. Если ты с ним уважительно общаешься, к примеру, обращаешься к нему на «вы», он сам себя наделяет определенной мерой ответственности и уже по-другому моделирует свое поведение. Второе – это умение начинать с малого. Когда я пришел работать учителем, я понимал, что мне еще не за что платить большие деньги, я еще не умею делать многого. Ну и третье – это элементарный человеческий оптимизм и предчувствие того, что все будет хорошо. Ну, во-первых, наверное, о том, что считать, что все будет просто, пожалуй, настраиваться на то, что все пойдет по сценарию. Это точно не вариант, потому что даже один и тот же урок в разных классах, в разные дни всегда проходит по-разному, потому что многое зависит от детей. Это, пожалуй, когда человек пишет карту, там, технологическую карту урока в университете и думает, что он будет делать так всю жизнь, вот так не будет, потому что школа – это жизнь. Ну, первое, что я бы сказал, вот самое, наверное, главное, я бы их предостерег от ошибки бояться ошибок.
Вот знаете, в принципе, ошибка – это нормально. И ошибка детей, и ошибка твоя. Ты в какой-то момент можешь понять, что ты сейчас сморозил глупость или сказал не то. И нормально. То есть ты можешь признаться в ошибке и сказать: знаете, ребята, вот здесь я ошибся. Это для человека может быть сложнее всего, особенно для педагога, который вроде бы должен все говорить правильно и спорить до последнего и не признаваться. Я считаю, что это самая большая ошибка. А дальше ошибки могут быть меньше, больше, но я хочу сказать, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому, по большому счету, важно не то, какие ты ошибки допустил, а важно то, как ты об этом потом подумал. Вот еще одна ошибка. Все забыли, и завтра будет все по-другому. Не стоит. Вот всегда надо сказать: давай я подумаю, а что бы я мог изменить в следующий раз? И тогда мы не будем наступать на одни и те же грабли. Ну вот я бы так сказал. Ну, я первый раз нахожусь на конкурсе «Серебряный пеликан», и вообще впервые нахожусь в этом регионе. Вообще мне, конечно, сильно повезло, потому что уже второй день в Якутии выглядывает солнышко, и Якутия балует нас своими красотами. Конкурс организован очень хорошо. Вчера состоялось открытие в очень красивом современном пространстве университета, и там собрались люди даже с отдаленных районов. Кроме того, конкурс «Серебряный пеликан» проходит параллельно с конкурсом для студентов «Крылья педагогики», что, мне кажется, тоже очень важно, потому что студенты пятых курсов – это те люди, которые совсем скоро войдут в школьные классы. Я бы сказал, что вот есть куда развиваться. Но здесь в этот раз он уникальный, потому что это соединено 10-летний конкурс для педагогов и впервые конкурс для студентов. Понятно, что когда ты делаешь что-то впервые, ты всегда обязательно какие-то ошибки допускаешь. Тем более это два параллельных дела, которые надо соединить. Но вообще хочу сказать, что и в нашем обществе, ну, я думаю, что и в обществе вот для актуальной для Республики Саха-Якутия, это вопрос организационной культуры. Вообще, если мы будем повышать организационную культуру и будем больше понимать, что мы делаем, заранее спланировать, какой наш ожидаемый результат, какие шаги, не делать, как говорил философ Ильин, русский человек все делает в последнюю минуту посредством импровизации. Вот я считаю, что в республике сделан большой прорыв с точки зрения организационной культуры. Я уже порядка, наверное, 8-10 лет я первый раз был в республике Саха-Якутия. И, в общем, уже здесь был, наверное, 7-8 раз примерно. Уже трудно даже посчитать. Но я хочу сказать, что вот, на мой взгляд, организационная культура растет. И этот конкурс это подтверждает. Замечательно. Оценка самая высокая. Кроме того, я приятно удивлен, что... не удивлен, а скорее... приятное для меня обстоятельство, что руководитель этой школы – это мой замечательный друг Прокопий Дмитриевич Батюшкин, с которым мы как раз-таки вместе были участниками федерального этапа конкурса «Учитель года». Я очень рад, что он состоялся не только на учительском поприще, но и замечательно справляется с функциями руководителя. Впечатление пока вот... Прекрасные дети, я сразу хочу сказать, они так прекрасно и активно ведут себя на занятиях. Очень хорошие студенты, интересные. И я думаю, что это конкурс, который не является конкурсом, потому что нет соперничества, а это конкурс, где такой фестиваль, и где все обмениваются мнениями и дарят друг другу хорошее настроение. Вот дети сейчас рядом со мной, напротив, все их не видят, они дарят хорошее настроение. Прекрасные впечатления. Мне вчера удалось побывать в царстве вечной мерзлоты. Зрелище, конечно, очень впечатляет. Ну и, как я уже сказала, сегодня погода тоже радует. Очень белый снег, яркое солнце, добрые, улыбчивые люди, прекрасные якутские лайки. Так что все замечательно. Да, я здесь впервые. Я очень сильно ощутил, конечно, на себе 6 часовых поясов.
Но вместе с тем, вот сегодня второй день, и я никак не могу налюбоваться на совершенно потрясающий солнечный день. И у меня такое впечатление, что солнца в Якутии значительно больше, чем в средней европейской части России. Ой, хороший вопрос. Знаете, все время мечтаешь о разном. Иногда, вот, ну, для меня всегда мечта – это удивление. Удивиться чему-то, удивиться новому месту, новым людям. Вот получить такую радость удивления. Это может быть просто ты видишь вдруг картину. Может быть, ты съел замечательную рыбу, которую вот сейчас мы на обед ели. Это может быть ребенок, которого ты видишь. Вот это удивление и мечта, чтобы это не проходило, это чувство. Потому что чем больше ты получаешь опыт, тем сложнее тебе удивляться. Вот это мечта. О счастье, о мире. Мечтаю быть мечтательным. Самые важные слова. Ну, искренность, интерес, поддержка, доверие, любовь в широком смысле этого слова, надежность, ответственность. Люблю тебя. Обними меня. Делай, что должен, и будь, что будет. Дорогу осилит идущий. Параспара Дастра. Дорогие зрители, благодарю за просмотр. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки, комментарии, делитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями и коллегами. До новых встреч!